Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы вам покажем интересную технику. Называется она нейрографика. Что это, для чего это и как все это происходит, и самое главное, каков будет результат, мы узнаем сегодня в течение эфира. И рядом со мной находится Акимова Екатерина. Она является этим самым специалистом, который, возможно, сегодня раскроет во мне какие-то интересные моменты. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. Расскажите, пожалуйста, вообще, что такое нейрографика, потому что для человека, который, возможно, слышит это впервые, это, наверное, какое-то очень даже страшное слово немножко. На самом деле нейрографике в этом году уже 8 лет. Вот. И, как ни странно, у нас в республике про нее мало кто знает. Я сама этому очень удивилась. Это такой метод, когда вы работаете со своим бессознательным, те моменты, которые в нас там где-то закопаны, или какие-то стереотипы, какие-то привычки, которые уже сформировались. И чтобы от них избавиться, соответственно, помогает нейрографика. Плюс поправить здоровье, похудеть, исполнить какое-то желаемое, притянуть какие-то возможности и так далее. Это очень много техник, которые могут решить любой жизненный вопрос. То есть все-таки это рисунок, да? Да. То есть это рисунок. Да. Но он непростой, то есть есть какая-то в нем логика, да, есть какая-то в нем какой-то подтекст. Но вот например, да, вот мы сейчас видим подобные рисунки. Ну, для меня, например, здесь вообще непонятно ничего. Ну, каракули да каракули, да? Да. На самом деле все-таки это определенная работа, которую человек проделает со своим подсознанием, правильно? Да. Ну, вот. Вообще у каждой нейрографики есть свой определенный алгоритм, да? Это алгоритм снятия ограничений. Вот, например, мне хотелось, чтобы ко мне больше пришло людей на нейрографику. И у меня 2 времени забито было, буквально на следующий день. Вот такие, допустим, вот коридор возможностей. Вот, похоже на личинку, и в тот момент как раз у меня был такой момент, что я находилась буквально в таком состоянии. И после этого алгоритма я притянула возможности и тот бизнес, которым сейчас занимаюсь. Ну, то есть в каждом рисунке есть своя история. И я после этого даже уже завела вот такой вот скетчбук, в котором прямо вот рисую очень много всевозможных методов на растяжение денежной энергии, на воронки возможностей, ну бесконечно. И вот позавчера мы буквально, нет, не позавчера, в прошлую субботу мы рисовали нейрографику настроенность вот таким образом, да? Посмотрите, то есть хочешь похудеть? Да. Можно даже и это с помощью нейрографики решить, да? Но очень интересно. Но опять же, здесь видно, да, что про тело идет речь. А вот здесь? А это мы убирали страхи, мы их закапсулировали, чтобы вот они нам не мешали. Вот так выглядят страхи, можно сказать, да? Вот это очень тоже... Это, возможности, это прямо, очень хотелось энергии побольше. Есть ли возможность, допустим, с семьей обзавестись, если ты одинокий? Конечно, можно проработать и отношения имеющиеся, можно проработать отношения, которые вы хотели бы привлечь и так далее. Все это на чем основывается, да? Мы все состоим из клеток. И каждой клетки в теле как-то называются. Вот я сейчас получаю еще одно образование психологии, и мне очень понятна вообще вот эта техника. Да. То есть я поэтому далеко. Потому что это все взято из психологии, придумал этот метод как раз-таки психолог Павел Пискарев, и он очень элементарно объясняется. В голове у нас есть клетки, которые называются нейроны, и их огромное количество у нас просто в голове, в мозгу. Но мы ими пользуемся только на 20%. И 80% у нас болтаются вот как бы так, да? Соответственно, если условненько, да, у нас вот нейрончики вот таким образом выглядят, это прям очень схематично, да? Вот 80% вот таких у нас просто не соединенных между собой где-то там. И они все соединяются с помощью синапсов. Синапсы — это такие вот отросточки, через которые проходят нервные импульсы. Когда мы рисуем нейрографику, мы постепенно вот эти нервные импульсы пускаем через эти нейроны, таким образом создаем новую нейронную связь и, можно сказать, просто привычку какую-то новую, да? Потому что мы там дети советских родителей, которые все время говорили, денег нет, там, богатые тоже плачут и так далее. Это все сформировалось, и нам очень сложно с этим жить сейчас. Поэтому, когда мы рисуем, мы вот, соответственно, новые нейронные связи формируем. Тут даже на нейрографике можно посмотреть, где идут соединения, они даже повторяют вот соединения в мозгу.
Вот так, да? Да. Ну, в общем, я уже готова приступить к этой практике, и по ходу дела мы будем дальше разбирать, да, вот эту интересную. Все-таки это у нас арт-терапия, или правильно как это Ну, назвать? если уж прям очень грубо может быть сказать, конечно, потому что цвет тут тоже несет свою определенную как бы нагрузку, да. Но основное это нейролинии все-таки, это самое главное в этом рисунке, потому что они как бы наполняют энергию, проводят новый путь и так далее, да. И первое, что мы потренируемся, это как раз-таки не рисовать эту нейролинию. То есть нейролиния – это такая линия, которая не повторяет себя на каждом новом участке. Она непредсказуема, да, то есть можно думаешь рисовать ее вниз, а она идет наверх, допустим, да. Это вот что-то вот очень такое плавное и аккуратное. То есть с этого начинается весь этот рисунок? Мы просто потренируемся сейчас, это совсем не относится пока к рисунку. Да, а о чем-то думать надо? Нет, в данный момент нет, просто послушать, отпустить свою руку, отпустить голову, убрать анализ. Можно, если так посмотреть, допустим, это напоминает прибой, да, пенка, вот, когда на берегу идет, да, как пенка, или как облачко, или как горы. То есть в природе вообще это все, ну, как бы по сути тоже взято из природы, мы тоже природа, да. Вот, поэтому потренируемся сейчас порисовать. Просто отключаю мозг и просто делаю линию. Убираем анализ. Принципиально важно горизонтально, вертикально. Сейчас не имеет значения. Так, ну что, просто делаю. В принципе, да, неплохо, учитывая, что она не повторяется, но тут очень важно именно еще изгибчики, да, то есть, и чтобы она не была у нас ни квадратными какими-то, ни треугольными этими, а вот сейчас она одинаковая. И это уже не есть хорошо. Это уже, по сути, обычная просто какая-то волнистая линия. Нейролиния, она идет вот, может быть, вот как-нибудь закручиваться. Завитушек много должно быть. То есть у всех она по-разному, разный характер у человека и по-разному проявляется. Ну, то есть вот мои линии, они какие-то недоделанные. Они просто линии. Да. А нужно как-то вот так, Так, ага, вот, уже пошло. А так, оказывается, не очень-то и легко рисовать это. А нелегко почему? Потому что мы рисуем что-то новое, мы делаем что-то новое, а мозг начинает сопротивляться. Да. Мы вообще существа ленивые, по сути, да, и вот эта техника, она чем хороша, потому что по большому счету все любят рисовать. Да. И благодаря вот этой технике, рисунку, по сути, мы можем опять-таки воздействовать на свое окружение, на свои привычки и так далее. То есть куда проще посидеть порисовать, чем упражнение там 21 день делать, да? Да. Так, сегодня мы порисуем технику, которая называется просто «Успокойся» или техника от стрессов, потому что сейчас в последнее время у нас не очень все хорошо с нервами, да, у многих. Поэтому и эта техника рисуется быстрее всех остальных, потому что в среднем 1,5-2 часа техника идет. Да вы что, то есть вот нарисовать вот такую вещь нужно просидеть 1,5-2 часа? Да. Еще и раскрасить? Да, ну это все включено. Все включено, вот посмотрите. То есть это не шуточки, здесь есть работа, да, это работа. Очень интересно. Да. Но вот посмотрите, это не только красиво, да, это очень красиво, мне кажется, но так еще и тут... В каждой работе, которая идет с каким-то алгоритмом конкретным, в ней даже можно что-то еще увидеть. У нас периодически участницы видят всякие, кто лося увидит, кто там пару увидит, которых друг другу, да, кто, как говорится, у кого что в данный момент, какие переживания. Да? Так, хорошо. Переворачиваем листочек. Мы сегодня делаем на успех. Да, на успокоение. Успокоение. Успокоение, точно. Да. Для бессознательного самая гармоничная фигура у нас круг, потому что у нее нет углов острых, и она замкнутая фигура, да. Нейрографика у нас, по сути, начинается с фигур. В данный момент, так как мы рисуем на успокоение, мы рисуем, лучше вот этот вот взять, он потоньше маленько, иначе будет грязная работа. Мы рисуем просто круг, почувствуем, где мы хотим нарисовать этот круг и какой он должен быть, какого размера. И просто начинаем его рисовать вот так вот, обводим, как хотим, да. Обводим и чувствуем, выдыхаем, дышим хорошо. Все, нарисовали один. Потом рисуем еще один. Можно побольше, можно поменьше, как чувствуете. Можете соприкасаться. Не обязательно, как чувствуете. Вот прям как идет. Можно внутри нарисовать, если хочется. Можно снаружи. Прям рисуем и чувствуем. И вот эта техника, чем больше вы рисуете вот этих кружочков, тем легче вам становится.
становится спокойней. Эта техника используется, кстати, очень хорошо с детьми, когда дети вечером очень возбужденные чаще всего, да, Да, их уложить да. спать очень сложно. Это Надо вот. сесть с ними просто и кружочки порисовать. Это самая быстрая техника, в которой нет особых таких серьезных правил, вот. Но, тем не менее, она действительно очень хорошо работает на успокоение. У меня приходили мамочки рисовать, у которых ребятишки с проблемами. А это же, ну, такая нагрузка на мам, да, все-таки с детьми, с такими непросто, поэтому приходили рисовать. Ну вот, допустим, мы нарисовали нужное количество кругов, почувствовали, что уже нам стало спокойнее. Спокойнее. Теперь мы должны эти круги соединить нейролиниями, то есть через них пустить энергию. Вон Да. она, вот в чем. Нейролиния может начинаться как с края, допустим, да, и идти в любом направлении, может пройти вот так, допустим, да, через круг и уйти куда-нибудь. Она не должна обрываться неожиданно, она должна обязательно куда-то уйти. И она не обязательно должна пройти через все кружки, да? Не обязательно. Она да. просто своей жизнью Да, здесь но живет. мы их рисуем не одну. Поэтому другая, допустим, она может вообще отсюда начаться, да, и вот здесь закончиться. Это опять-таки как чувствуете, так и рисуете, да? Вот, например, я хочу вот, допустим, вот этот кружок, вот этот вот соединить и уйти куда-нибудь сюда. Действительно, просто линию-то можно нарисовать, а вот такую, чтобы она Да. была вот здесь вот нейролиния. зазубринки появились, Да, мы их это должны что? вот так скрутить, потому что зазубринки или уголки это конфликты внутренние. Да, мы их должны убрать. Смотрите, сколько у меня конфликтов внутренних. Нам не нужны конфликты, да, Да. поэтому мы их убираем. Интересно, просто интересно, да? Прям, знаете, так... Они могут пересекаться, эти линии. Линии также может новая пойти из одной линии, допустим, вот отсюда пошла и ушла опять-таки куда-то, да. Соответственно, как хочется, как чувствуется в данный момент. И рисуется столько линий, сколько требуется, вот сколько вот нужно, как чувствуете опять-таки, да, потому что каждый рисунок у каждого человека это собственная его как бы работа, его работа со своим бессознательным, поэтому он рисует так, как он чувствует, сколько нужно, да. Я не могу сказать, все, хватит вам линий, да, или нет, дорисуйте еще, да, это ваше. Это мое. Да. Например, да. Как есть такое еще как бы поговорка, количество линий определяет качество нейрографики, то есть их не должно быть мало тоже в то же время, да, ну и перегруза не должно быть, да, чтобы в дальнейшем была какая-то, может быть, легкость. И главное, здесь не надо думать о том, что это должно получиться красиво, да? Нет. То есть Да. вот этот вот момент нужно отпустить, потому что поначалу, после вот этих моих не очень хороших линий, у меня идея была, как-то надо же в грязь-то лицом не упасть и как-то стараться вырисовывать эти линии. А на самом деле нужно правильно, как вы говорите, отпустить всю этот момент, да? Да, она на самом деле в конце, когда вы уже добавите цвет, ваша работа вам должна нравиться. Это самое главное правило, опять-таки, если ваша работа вам нравится, значит вы все сделали правильно. Ну, как бы не было еще такого, чтобы кому-то работа не нравилась своя, да? Потому Конечно. что, ну, это, во-первых, вложенные усилия, и как-то не хочется, чтобы работа не нравилась после полутора часов, да? А в этот момент, когда вот рисуешь, нужно молчать или проговаривать? То есть вот как с вами разговаривают обычно или нет? Вообще, как бы обычно просто спрашивают, но чаще всего это все-таки такая медитация, так скажем, да? Но самая медитация начнется у нас сейчас. Да. Да. И как бы очень важное правило нейрографики, когда мы начинаем делать то, что мы сейчас будем делать, вот как раз-таки надо молчать, никуда не отвлекаться ни на что, ни на какие звонки, ни в туалет, ни попить, просто пока не закончите, не вставать. А делаем мы следующее. Сейчас у нас появились уголки на пересечениях везде, да, поэтому мы их должны скруглить. Так как для нашего бессознательного, опять-таки, круг гармоничная фигура, и не должно быть у нас конфликтов, мы должны, ну, как бы успокоиться, поэтому сейчас мы скругляем. Вот здесь можно прям, допустим, кружочек нарисовать, чтобы не было уголочков, да. Уголочки вот таким образом мы соединяем, можно там продлить, допустим, куда-то линию, да. Вот здесь уголочек появился, да, пошли. Вот здесь уголочек появился, скругляем. То есть мы все делаем плавненьким. Так. Лучше начинать вот так, чтобы нигде ничего не потерять. Я примерно, вот это вы считаете уголочком?
Вот уголочек вот у нас. Вот, мы вот так соединили, закрасили. И вот уголочек. Соединили, закрасили вот здесь, вот здесь. И раз, и появился нейрончик как будто бы, да? А, вот тот самый Да, квадратик да, оттуда, да. да? Вот он, нейрончик. Да. Так, значит, я так понимаю, что И мы сделали новые связи. вот здесь закрасили, здесь закрасили. Поначалу, когда рисуешь, особенно первый раз, очень сложно видеть эти треугольники. Я вот вот эти, вообще, да, я да. теперь потерялась. Я, глядя на вас, смотрю, вижу, а теперь уже не Да, вижу. вот раз, пошли сюда, да, вот здесь можно тоже сделать. Прямо вот так можно кружочком нарисовать и обвести, допустим, да, вот тут пошли. В любом случае потом, когда мы покрываем цветом, у нас в любом случае можем найти какой-то еще и закрасить его тоже так же, да. То есть вот эти углы нужно сглаживать, да? Да, Вот мы в чем сглаживаем, да, то есть мы делаем скругление, так называется. И когда мы начинаем сглаживать, она начинает приобретать уже такие гармоничные очертания, и, соответственно, она начинает нравиться. Потому что поначалу она не нравится, потому что она вся такая угловатая, жесткая. Да, да, да. И нет каких-то точных Да, граней таких, да? Да, вот как бы вот, соответственно, она раз уже и начинает, да, 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 да. приобретать такие вот интересные. Мужчины тоже, кстати, приходят рисовать. Да? А они зачастую что хотят? А вот на коридор возможностей у меня мужчина приходил рисовать. Коридор возможностей, это то есть, чтобы у него появились новые возможности? Да. В бизнесе? Ну, там? кто-то работу потерял, например, работу ищет. Кто-то хочет... А сколько сеансов нужно, чтобы, вот, ну, допустим, это, так сказать, произошло, сработало? Да? А у То всех есть- по-разному. Знаете, вот бывают люди, которые достаточно, так скажем, прокачанные, да, есть такое слово, прокачанные люди. В каких-то, ну, в медитациях, я не знаю, чем-то они техниками, практиками какими-то занимаются. У них как-то быстрее это все происходит. Может быть, после первого даже уже рисунка. А кому-то надо поработать, есть даже 10, может быть, нарисовать, да? Не факт, что... Да, не факт, что произойдет, ну просто надо делать. Поэтому мы, когда начинаем рисовать, мы сначала пишем дату и тему. Потому что бывает так, что вот я, допустим, некоторые рисовала уже там год назад, да, не, полгода где-то назад. Да, я, кстати, вот заметила, допустим, написано у вас здесь деньги и дата, допустим, Да. 25.09.2021 года. То есть принципиально важно знать, да, что это, а то можно и забыть, да? А не то, чтобы даже забыть, а просто иногда пересматриваю и смотрю и думаю, о, точно, вот это же потом произошло, вот это вот. То есть мы же в череде ежедневных там каких-то событий просто забываем, что у нас что-то было хорошее, да, произошло, и благодаря чему это произошло. Почему-то мы же привыкли, допустим, что-то плохое воспринимать как что-то, ну, как обычное, да? А когда что-то хорошее, мы, ну, это в Забываем, принципе, да, как бы. А то, что стояла за этим какая-то работа, мы, соответственно, не... Вот, более-менее как бы мы скруглили, может быть, что-то мы здесь и забыли сейчас, да? Вот, допустим, раз увидела. То есть в процессе того, как будем покрывать цветом, может что-то всплыть, и мы просто раз и докругляем, соответственно, да? Вот, соответственно, дальше мы должны покрыть цветом. Выбираем карандаши, можно использовать карандаши, можно использовать краски, можно использовать фломастеры, ну, такие с толстым этим, да, выделители, да. Но я их не очень люблю использовать, потому что когда бывает такое, что вот, допустим, я рисовала фиолетовый, и мне хочется желтым на фиолетовый залезть, ну, например, вот захотелось, а на маркер они друг друга пачкать будут. Поэтому я пользуюсь карандашами чаще всего. Есть еще акварельные карандаши, где можно порисовать, а потом кисточкой их Подмазать. да, подмазать. Так, а здесь при выборе цвета нужно задумываться о чем-то, опять же, или к чему Нет, душа? к чему душа, вот прям первый карандаш. Единственное правило здесь, Давайте. что рядом стоящие два элемента, минимум два элемента, должны быть одного цвета. То есть не может быть один, там, допустим, здесь красный, а потом зеленый, синий, там, розовый, еще какой-то, да. То есть минимум два рядом стоящих элемента должны быть одного цвета. То есть, допустим, вот если я сделала вот эту часть голубенькую, да, то, соответственно... Либо вот этот элемент, либо рядом стоящий, он должен быть тоже такого цвета. Вот так, да? Да. Это Но, имеет принципиальное да, значение. минимум два, но максимум как бы это не ограничено, да? Вот так, да, правильно? я Да, делаю? да, да. И вот я должна весь этот участок закрасить, нельзя Да. его пополам делить, да? То есть Нет, да. то, что там...
В дальнейшем просто это поначалу, как бы, пока начинаешь рисовать, как бы по правилам прям рисуешь, потом чувствуешь, что как-то уже по-своему свой характер вырабатывается у каждого, да. Но все равно вот это основное правило: два рядом стоящих должно быть одного цвета. А есть ли какой-то перечень, да, вот возможностей нейрографики, ну вот те самые, ну что мы загадываем, да, или же все-таки такого нет, что можно хоть на что Да, загадать? хоть на что можно вообще абсолютно. Вплоть до того, что можно, допустим, есть какой-то человек очень известный, который нравится какими-то качествами. Например, волевой, вам этого не хватает, например, да, или принятие решений. И, соответственно, можно распечатать его черно-белый портрет на 4-м, например, формате и нейрографировать его. Да вы что? Да, для себя взяв именно эти его качества. Такой интересный термин, да? Как вы сказали? Нейрографировать. Нейрография. Ну, от слова нейрографика. Да, очень интересно. Или, например, вы хотите купить какую-то недвижимость, например, да? И даже уже примерно представляете, как она будет выглядеть. Нашли в интернете подходящую картинку, распечатали также ее черно-белым и опять-таки нейрографировали. Это как карта желаний, только собственной энергии такой. Ну, то есть и здесь это все происходит же, как вы сказали, на подсознательном уровне, да? Да, это работа с бессознательным, то есть мы его не контролируем, мы не можем его контролировать, но мы можем на него вот таким образом воздействовать. А самый интересный такой, знаете, опыт, именно связанный с нейрографикой в вашей практике? Самое интересное, я рисовала, когда денежное дерево, у меня тут же, пока я его рисовала, пришли деньги. Да? Причем от неизвестного источника, я так и до сих пор не знаю, кто это. Сумма, не очень большая, но весьма неожиданная, потому что я, в принципе, не рассчитывала никаких поступлений денежных в этот момент, да. Но и я тогда подумала, что я не буду эти деньги использовать, мало ли вдруг кто-то ошибся, да, попросит человек обратно. Вот, я поджидала неделю, так никто не попросил, и все как бы. И этот, кстати, не единичный случай, потому что женщина, допустим, со мной рисовала тоже по поводу денежную энергию, другой алгоритм, не денежное дерево, у нее тоже деньги пришли во время алгоритма. Так что бывает такое даже. У кого-то сразу происходит. А чего вообще категорически нельзя делать, вот, допустим, в нейрографике? Может быть, люди часто ошибаются, вот именно по каким моментам? Да, нет такого тут, в принципе. Нет, да? Нет. То есть кроме как вот какие-то обязательные моменты, когда скругляем, не отвлекаемся, и вот два цвета рядом. А так, в принципе, нет. Каких-то таких А навредить можно? Нет. Нет, это все в плюс. Да. То есть... Навредить точно нельзя. Вот так, да? И по цветам, соответственно, потом просто смотрим, анализируем. Во-первых, нравится ли самому, во-вторых, это может быть абсолютно разные. Допустим, один и тот же алгоритм рисует человек, но при этом картинки, они всегда разные, они не повторяются. Когда вот здесь мы, например, тоже будем делать фигуру фиксации, то есть мы сейчас цветом покроем и будем смотреть так называемую фигуру фиксации. А, еще такой есть. Да, это может быть фигура, которая появилась новая, после того, как мы нарисовали все, покрутили рисунок и увидели, что там что-то новенькое появилось, и зафиксировали. Недавно у меня девушка рисовала, у нее появилась собака, очень злая собака, прямо целиком, с такой мордой, с ушами, такой глаз такой желтый прямо, да. И она ее напугала, эту собака девушку напугала, и мы, соответственно, сделали новую фигуру фиксации, таким образом мы сгладили этот образ. Это такое, знаете, как опасаться потом начнешь всего ходить, да? Ждать даже вот просто если так как интерпретировать, что такое собака? Собака друг, да? Я говорю, значит, может быть, проанализировать, есть какой-то, может быть, друг, который на тебя злой, например, обиженный. Всяко бывает, да? Каждый человек свою нейрографику интерпретировать должен сам, потому что если я посмотрю, например, вот на вашу нейрографику, да, я могу увидеть что-то свое, это будет мое уже. Поэтому интерпретация, тут нет такого, как психолог, да, посмотреть, да. Что вы там нарисовали, что это у нас будет значить по гештальту, понятно. Вот, такого нет, то есть каждый для себя сам определяет, что он там увидел. Это, наверное, вот один из плюсов, да?
когда нет каких-то определенных канонов, да? И... Ну, нет навязывания, наверное, в какой-то степени, да, потому что можно подсказать, но вот позавчера у меня женщина одна рисовала, ну, у меня вообще коллектив целый был, да, 18 человек, по идее, у меня было на занятии. И у одной женщины все увидели одно и то же. Ну, то, что у нее проявилось, вот фигура фиксации, все увидели одинаково. Итак, мы завершили наносить цвет, да. Вот мой рисунок и вот Екатерины. Ну так, теперь мы должны наглядно, хотя бы, вы говорите, визуально посмотреть. Да, покрутить, посмотреть. Может быть, увидите какую-то фигуру или что-то бросится в глаза особенно. Ну, по мне, так вот, я вижу два практически, ну, вот изображение, да, как будто человека, да, и вот изображение, то есть как будто два человека. Общение, да? Да, общение, видимо. Это может быть, вот я лично пока сейчас ничего не вижу, я могу увидеть завтра, а могу не увидеть, да? Но мы сейчас должны сделать фигуру фиксации, то есть как-то выделить те фигуры, которые первыми бросились в глаза. Это может быть одна, может быть две вот фигуры. Это у меня. Окей, тогда мы берем фломастер потолще, маркер потолще и прямо выделяем. Это может быть абсолютно какая-то новая фигура. Вот мне прямо очень хочется нарисовать еще один дополнительный круг, да? Ну, прям как-то их связать захотелось, да? Соответственно, после того, как мы выделили, вот я новую нарисовала, я тут тоже должна скруглить ее, раз у меня новая появилась, да? Вот, ну это потом скруглю. Соответственно, так как мы нарисовали, зафиксировали, получилось успокоиться? Да. Я вот, например, ну, время пролетело, во-первых, очень быстро, да, вот мы порядка там получаса всего сидим, да, но на самом деле, если здесь как бы в детали, да, прям окунуться, то можно сидеть действительно часами. Но это самая быстрая техника, потому что у других алгоритмов там идет сначала настройка, потом прям по алгоритму мы рисуем и так далее. Поэтому вот эта техника, она считается техника на коленке, да? Да. Захотели успокоиться быстренько, да? Порисовали круги, снейрографировали. Вот. Посмотрите, сколько текстовки позади, да? То есть вот это вот вы все сначала прорабатываете. Но это больше там для себя текста, а вообще там идет настройка, мы пишем слова. Где-то у меня тут, не везде, наверное, да? Ну, пишем слова, за 2 минуты мы должны написать слова, связанные с той темой, на которой мы рисуем, чтобы настроиться. И самое, что интересное, что после прорисовки алгоритма, повторно, когда мы делаем опять 2 минуты, да, то слов становится гораздо больше. То есть это уже совершенно другая, да? Да, это другой алгоритм, а здесь мы не рисуем. Вот. Не пишем. Итак, дорогие друзья, ну что, хотелось бы подвести итог нашего выпуска сегодня, да? Но мы сегодня пытались с помощью нейрографики снять стресс и успокоиться. Да? Я думаю, наглядно видно, что у нас все получилось. Мы сидим совершенно такие умиротворенные, счастливые и довольные. Действительно, нейрографика, она работает. И, конечно, если вы желаете побольше узнать, да, ну вот таких моментов там или вот те же запрограммировать, да, практически, да, себя на успех, на хорошую семью, на, можно, финансовое какое-то... На желание. На желание даже можно. То есть загадал желание, нарисуй нейрографику и жди, когда сбудется, да, это сработает. Ну, конечно, лучше обратиться к специалисту, такой, как и Екатерине, да, она все подробно увидит, все расскажет. Ну, а вообще, мне кажется, что каждый должен попробовать, да? Конечно. Каждый. Тут ничего сложного нет, ничего сложного. Здесь не надо никаких навыков таких, знаете, в рисовании, потому что это вот как детские каляки-маляки, да, на самом деле здесь они... Заложен глубокий смысл. Да, поэтому обязательно попробуйте, это очень интересная такая методика, практика, и я довольна. Нас можно найти в Тукис. Вот так вот. Ну что, спасибо большое, Екатерина, что пригласили, что рассказали. Ну а мы с вами не прощаемся, мы увидимся совсем скоро. До новых встреч. До свидания.